Трагические случаи на детских площадках в прошлом году в Ухте и Усинске хоть и были единичными, но не оставили в стороне никого. По словам общественников, прошедшие рейды показали, городские площадки из советского прошлого не соответствуют никаким нормам. И трагедия на таких островках детства – вопрос времени. Более того, текущая действительность говорит только об одном – все эти места отдыха по факту ничьи. У нас очень много площадок постройки 90-х годов, которые являются бесхозными, безхозяйными, и их никто многие годы не обслуживал, и поэтому они представляют угрозу жизни детей. То есть надо прежде всего, чтобы каждая площадка имела своего хозяина и обслуживала эту площадку. И тут дети становятся заложниками бюрократической системы. Детские площадки в плачевном состоянии, но их некому обслуживать. На балансе города они не стоят, собственникам домов не принадлежат. Для управляющих компаний это балласт, от которого проще отказаться, чем содержать. Исправить ситуацию могли бы сами жильцы, однако и здесь не все так просто. Когда идет запрос у жителей, да, вот у нас есть проблема, я хочу, хорошо, ты хочешь, а дальше-то от них ведь ничего не идет. А нужно им подсказать, что нужно провести общее собрание собственников. Как только вы включите это в состав общего имущества, чего никто не захочет делать. Почему? Это увеличение стоимости наших с вами квитанций, это увеличение. Конечно, проще все снести, говорят общественники. Ведь, как известно, ломать не строить. Но при этом жители любого двора, проявив инициативу и неравнодушие, могут обзавестись современной и, главное, безопасной детской площадкой. Павел Королев, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.